Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки, дедушки в зоне риска все. В Ингушетии уже 23 ребенка, зараженных опасным вирусом. Более того, многие дети переносят ковид бессимптомно и заражают других дольше, чем взрослые. К счастью, детское население нашего региона заболевание переносит в легкой форме. Ни одного ребенка на сегодняшний день в тяжелом состоянии, либо на аппарате ИВЛ у нас нету. И у нас даже есть малыш, которому всего лишь 10 дней от роду, которому мы диагностировали пневмонию, подтвердили ее лабораторно, диагностически. И малышка идет сейчас, стабильно проходит лечение в условиях стационара Детской республиканской клинической больницы. Что еще можно сказать? Что у нас идет активное выявление больных на КТ-исследованиях, потом, которые мы стараемся подтвердить лабораторным методом, то есть это ПЦР-диагностика. И у меня будет убедительная просьба ко всем тем, кто проходит ее на базе частных организаций. Не пропадайте. Убедительная просьба. Обратитесь к своему врачу по месту жительства. Потому что если сегодня вы являетесь бессимптомным носителем этого заболевания, если вас не волнует высокая температура, то есть лихорадка, одышка, это не означает, что так это плавно и пройдет. Сегодня в 3 медицинских организациях Ингушетии 65 тяжелобольных, которые находятся в реанимации. Из них 17 человек на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы сами понимаем, что это большое количество людей для нашей маленькой республики. И это все люди, которые требуют пристального к себе внимания. То есть это внимание со стороны врачей-реаниматологов. И это идет колоссальная нагрузка на наших узких специалистов. А у нас реаниматологов не так много в республике. Нагрузка на них большая, так же, как и на других наших специалистов. Но больше всего все-таки проблем и, скажем, и работа достается именно этой категории людей. И поэтому я призываю наших земляков, нашу нацию, все-таки, если вы еще до сих пор не верите, что эта болезнь уносит жизни людей, вы можете в это не верить, но убедительная просьба, не пытайтесь в этом убедить оставшуюся часть населения. Потому что, бывает такое, что уважаемый человек, когда говорит глупые вещи, насколько бы они глупы не были, они воспринимаются народом как за истину. Врачи в один голос твердят, не надо доводить ситуацию до крайности, обращаться в больницы при первых же симптомах, а не когда медики уже априори не могут справиться. Все наши потери, которые мы сегодня имеем на сегодняшний день, а это немалое количество лиц, как правило, старше 60-65 лет, это люди, которые не обращались в медицинские организации, которые дома занимались самолечением, очень сейчас так скажем, модными народными средствами лечения. Да, я согласна, народные средства, они хороши, но они хороши к месту. Если сегодня вы молодой, без хронических заболеваний, вы можете, скажем так, благодаря своей стабильной иммунной системе пройти те испытания и выйти из состояния. Но, к сожалению, люди более пожилого возраста, на которых мы начинаем экспериментировать, все, что нам приходит в голову, все, что мы вычитаем в социальных сетях, к сожалению, они, может, чуть-чуть картина у них улучшится, она стирается, и потом они все равно, это подавляющее большинство, поступают в больницу. Коронавирус – это не ВИЧ и не СПИД. Врачи говорят, стыдиться COVID-19 не нужно. Очень многие стесняются этого заболевания. Это не социально опасное заболевание. Оно, конечно, ИПИД неблагополучное в том плане, что оно высококонтагиозно и очень сильно распространяется. Но сегодня этим заболеванием болеть не стыдно. Поэтому позвоните врачу. Не можете дозвониться до врача, зайдите в социальную сеть, посмотрите, там все номера, все контакты обозначены. Не можете найти их, позвоните нам на горячую линию, которая всегда работает в круглосуточном режиме. А вот насчет работы той самой горячей линии у людей возникают вопросы. Многие жаловались, что не могут дозвониться до специалистов. Так ли это? Мы решили проверить, позвонив на номер, который вы видите на своих экранах. Алло. Алло, Дидик Халшин. У меня пропал вкус к еде и обоняние пропало тоже. Вот это же можно считать это симптомом коронавируса? А температура? Температура, 37, вот так. 37? Так, вы по какому адресу приезжаете? В участковому терапевту нужно обратиться. Еще не звонил. У вас есть телефон участковый? Нет. Вопросов нет. Потенциально больного проконсультировали и дали рекомендации. Врачи, в свою очередь, устали кому-либо что-либо доказывать. Ведь скептиков хватает до сих пор, даже после убедительной статистики и смертей.
Вы сегодня все понимаете, мы все живем в одной маленькой республике, в которой плотность населения наравне с Москвой и Московской областью. То есть мы понимаем, насколько мы все тесно взаимосвязаны между собой, не только в компактном проживании, но и родственными связями. Вы посмотрите на количество людей, которые сегодня бегают по этим нашим аптекам, пытаясь дома лечиться, и посмотрите на количество госпитализированных, а сегодня взрослое население составляет 582 госпитализированных пациента, я имею в виду взрослых, со средней-тяжелой степени тяжести. Если вы скептик, если вы в это не верите, это ваше право. И сегодня заниматься вашим переубеждением, я считаю, лишней тратой времени. Не верите, это ваше дело. Встретитесь с этой проблемой, вот тогда вы и поверите. Под особой угрозой люди с хроническими заболеваниями, особенно старше 65 лет. Ученые утверждают, мужчины сложнее переносят коронавирус, чем женщины. Если вы дома лечитесь, не пытайтесь постоянно лежать, не пытайтесь постоянно принимать горизонтальное положение. Дело в том, что это болячка, которая чем больше мы принимаем горизонтальное положение, чем больше мы себя начинаем жалеть, она тем активнее нас берет в оборот. Но если у вас температура даже субфебрильная, если вы можете встать, пройдитесь по двору, подышите свежим воздухом, сделайте дыхательную гимнастику. Да, немножко трудно будет в первое время, но вы поймете, что чем чаще вы будете ее делать, тем легче будет и вашему организму. Настоящая чума 21 века, от которой пока не придумали лекарства. Самый непредсказуемый и опасный вирус, который может поджидать везде. Омерзительной и противной 3D-модель нового коронавируса выглядит вот так. Частицы инфекции – это крошечные тела. Они распространяются значительно дальше, плюс вирус сохраняется в воздухе дольше. Закрытые пространства, где скапливаются много людей – это настоящая мина замедленного действия. Иммунитет и возраст не всегда спасают. Сложнее всего медикам прощаться с молодыми людьми. А их у нас, к сожалению, тоже были. Причем это были люди, которые занимались спортом, люди, которые не страдали, скажем, вредными привычками, люди, которые, скажем так, не имели хронических заболеваний, но, к сожалению, ни наших медицинских возможностей, ни наших знаний в лечении вот этой вот новой инфекции, ни наших, скажем так, ни помощи наших федеральных коллег, к сожалению, не всегда не хватает для того, чтобы вытащить из этого состояния. И мы их теряем. Теряем так, что когда теряешь молодого человека, который является отцом, тем более отцом многодетной семьи, когда он очень нужен семье, когда он нужен в то время, когда идет становление детей как личности, влияние отца, оно имеет очень сильное значение. Коронавирус поражает не только легкие, но и клетки кишечника, почки и капилляры. Многие слепо верят, что люди, умирающие чуть ли не ежедневно, имели свои болезни и погибли, к примеру, от сердечной недостаточности. Да, это так, только вот обострила ситуацию та самая опасная инфекция ковид. Мы, к сожалению, потеряли несколько людей, которые находились на гемодиализе. В силу того, что и так иммунная система у них сниженная, они очень восприимчивы. И, к сожалению, вот сегодня говорить о том, что умер конкретно от ковида либо от другого заболевания, 100% постановка диагноза является только гистологическое исследование. А у нас в силу нашего, так скажем, наших религиозных убеждений не происходит патологоанатомического вскрытия. Но еще раз хочу сказать, что клиника ковида, она специфична. И сегодня, я думаю, ни один человек не может сказать, что у нас в республике как-то пневмонии, которые протекают, что они протекают как-то по-разному, ковидовски и не ковидовски. Сегодня клиника, симптоматика у всего населения, которое поступает, будь это стационар, будь это амбулаторное звено, оно на 99% оно специфичное. Если судить по количеству госпитализированных в стационары, ситуация, по словам Минздрава региона, немного стабилизировалась. Раньше в больницы поступали по 50-60 человек ежесуточно. Сейчас эта цифра уменьшилась до 35 человек. Уменьшение госпитализации взрослого населения дает нам надежду на то, что все-таки мы достигли платы, и сейчас наши тяжелые случаи, я сейчас имею в виду даже тяжелые и среднетяжелые наши случаи госпитализации, которые происходят в нашей медорганизации, что количество их все-таки будет уменьшаться. И к концу месяца у нас будет уже более радужная картина. Спасти мир, не выходя из дома, максимально сократить общение, не появляться на улице без крайней необходимости, соблюдать дистанцию и, самое главное, пользоваться мерами предосторожности. Единственная вакцина, которая известна и действенна на сегодняшний день. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.